29 ноября во втором корпусе Национальной библиотеки имени Ахмед Заки Валиди Республики Башкортостан состоялись первые храмовские чтения, организованные библиотекой и кафедрой русской литературы БГПУ имени Фтахиддина Акмуллы к 110-летию со дня рождения заслуженного художника Республики Башкортостан Алексея Храмова и 80-летию писателя и художника-монументалиста Петра Храмова. К данному мероприятию сотрудники Национальной библиотеки подготовили книжную выставку о семье Храмовых. С приветственным словом выступила специалист по библиотечно-выставочной работе Национальной библиотеки Эльвира Еникеева. Она отметила, что именно в этих стенах в 2012 году проходила презентация романа Петра Храмова «Инок», вышедшего в издательстве «Китап». Наследница семьи Храмовых, методист детско-юношеского центра «Салям» Олеся Храмова сделала обзор выставки картин Алексея Храмова. Мастерством, что передает эффект парения. Дорога вот так идет, и наш взгляд летит вдаль. А вдали что, да? То солнце, то тучи. Что нас ждет? Это дорога жизни, это дорога каких-то наших планов. Также Олеся Григорьевна поделилась своими воспоминаниями о Петре Храмове. Студенты Института филологического образования и межкультурных коммуникаций, а также студенты Института педагогики выступили с литературно-музыкальной композицией по сценарию главного библиографа БГПУ имени Фтахиддина Акмуллы Петра Федорова по роману Петра Храмова «Инок». В литературно-музыкальной композиции был прослежен духовный путь главного героя на фоне жизни военной, послевоенной и перестроечной Уфы. Его любовь к однокласснице Маше Мироновой, умершей молодой, преобразовалась в нравственный стоицизм и веру в красоту и гармонию тяжелой и жестокой жизни. Композицию украсили песни в исполнении легендарного уфимского барда, писателя и краеведа Сергея Круля и студентов музыкального отделения Института педагогики на стихи Николая Рубцова, Булата Акуджава, Юрия Висбора, иеромонаха Романа и самого Сергея Круля. Чтения завершились научно-практической конференцией, на которой выступили преподаватели, аспиранты и студенты ИФОМК БГПУ, а также писатели, краеведы и сотрудники библиотек. Заведующая кафедрой русской литературы профессор Валентина Борисова подвела предварительные итоги первых храмовских чтений и наметила перспективы изучения жизни и творчества Петра Храмова. Если подводить итоги прошедших чтений, то нужно отметить, что они, на мой взгляд, промежуточные. То есть это не окончательные, не последние итоги, потому что история изучения жизни и творчества Храмова не сегодня началась. Вот благодаря совместным усилиям нашей кафедры и прежде всего библиотеки БГПУ, в том числе и в первую очередь Петра Ильича Федорова, мы давно обратили внимание вот на этот феномен Храмова, скажем так. Кроме итогов, нужно говорить и о перспективах. Они тоже очевидны. От изучения просто проблематики или образов романа Храмова исследователи переходят к другим, более важным аспектам. Ну, скажем, вот ставится задача такого символического комментария храмовского текста, изучения особенностей его мировоззрения, понимаете, картины мира, вот, образа человека в целом. То есть углубление вот, должно быть, и я думаю, что вот этих перспектив, этих целей мы тоже достигнем.